Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Продолжим обзор сервисов. Сегодня буду показывать платформу Lumio, чтобы посмотреть на практике интересные дидактические инструменты в данном сервисе. Обязательно посмотрите видео до конца. В конце видео обязательно я покажу на практике, как все это используется. И не забудьте поставить лайки и подписаться. И написать комментарии. Вам это не сложно, а мне будет очень приятно. Итак, давайте приступим. В первую очередь нам нужно будет зарегистрироваться в данной системе. И чтобы найти данную платформу, пишем запрос в Google Lumio. Да? И здесь вот переходим по данной ссылке suite.smarttech.com. Вот такая вот иконка. И переходим на страницу Lumio. Здесь можно перевести на русский язык. Зажигательное обучение. Легко вовлекайте каждого учащегося на любом устройстве, используя динамичную веб-платформу для совместной работы Lumio. Очень такая интересная, очень такая увлекательная платформа. Здесь можно создавать такие действительно увлекательные дидактические материалы, задания, да. В первую очередь, соответственно, нам нужно будет зарегистрироваться. В моем случае я буду заходить уже как учитель. Регистрация также очень легкая. Через Google аккаунт можете зарегистрироваться за 5 секунд. Итак, я захожу под своим аккаунтом Google, да, и, соответственно, попадаю на свою страничку. Вот. Дальше будем смотреть, разбирать, какие есть инструменты в данной платформе. Соответственно, нужен будет такой хороший интернет. Все. Так, совместные библиотеки. Окей. Добро пожаловать в Lumio. Превратите существующие уроки в активные занятия или создайте что-то новое с помощью наших занятий на основе игр, готовых ресурсов, видео без рекламы и многого другого. То есть очень много можно создать игровых ресурсов, да. Так, провести экскурс. Исследуйте готовые ресурсы, есть готовые. Создавайте что-то новое для себя. Импортируйте существующие какие-то свои материалы, да, PDF, PowerPoint, Google Docs. Делитесь со своими коллегами в библиотеке, да, и изучите дополнительные обучающие видео и вебинары. Окей. Смотрите, теперь можно будет здесь посмотреть готовые шаблоны. Так, совместные библиотеки. Так, здесь пока ничего нет, а библиотека Lumio. Посмотрим из готовых шаблонов, что можно здесь найти. То есть вот самые такие популярные шаблоны. Можете сами отсюда выбрать, что вам нравится, да. Так, коллекции, элементы управления. Посмотрите STEM, программирование. Ну, разные, по разной тематике. Это дроби, чтение, письмо, вот, умножение, буквы и звуки. То есть вы здесь найдете искусство, все есть. Вы здесь найдете каждый по своему запросу инструменты для учителя, презентации, соответственно, да, то есть интерактивные уроки. Можно сохранить в вашей библиотеке, можно здесь же посмотреть, если подходит, можно сразу же как бы использовать.
Мгм. 7-9 класс по математике. Расположение Соединенных Штатов, тип ресурса упражнения. Так, сохранить в моей библиотеке. Вот смотрите. Но здесь, как вы видите, на английском языке. Смотрите сами, если где-то можно изменить, да, можно будет к себе вашу библиотеку скачать, и эти вопросы, задания можно будет изменить, отредактировать тексты, да, в данной презентации. Так, дальше идем. Так, мы сейчас прошлись по готовым шаблонам, да. Теперь как создавать нам самим задание. Чтобы поделиться с уроками в данном сервисе, вам нужно будет отправить ссылку, либо подсказать ребятам идентификатор класса, то есть 825.085, то есть это пароль. Так, нажимаем на кнопочку «Создать». Соответственно, здесь вы можете импортировать PDF или PowerPoint материалы, ваши ресурсы. Можете с YouTube какие-то ваши готовые видео тоже загрузить. И есть вот такие вот задания. А, Это новая страница, это как тестирование кричи, да, и это уже под руководством учителя тоже тестирование идет, и игровые задания. А, Из готовых ресурсов по а, данным типам шаблонов, да, есть вот такие готовые ресурсы: актуализация знаний, рефлексия, манипулятор и графический органайзер. Актуализация знаний. Здесь метод «знаю, хочу, знать, узнал». То есть попросите учащихся поделиться тем, что им известно по данной теме из предыдущих уроков и что они хотят узнать. Во время урока переместите понятие из столбца «хочу узнать» в столбец «узнал». Завершите урок вопросами, которые до сих пор интересуют учащихся. Что вы хотите узнать по теме? То есть предложите учащимся поделиться знаниями, полученными на предыдущих уроках, чтобы актуализировать информацию по теме занятия. И это у нас тестирование обычные. Верный или ложный логический вид тестов, да, тестирование. То есть попросите учащихся, то есть можно попросить учащихся оценить истинность утверждения и начните с наводящей на размышление цитаты или факта. Предоставьте учащимся возможность поразмышлять над высказыванием, повышая интерес к изучению темы. То есть актуализация знаний. Вот это у нас новая пустая страница. Сюда вы можете добавлять ваш контент. Это у нас как бы, можно сюда написать заголовок, да, то есть тема урока. Искусственный интеллект, например. Соответственно, здесь можете поменять шрифт, можете поменять цвет, можете добавить формулы, какие-то элементы, да, там по центру, жирный, нежирный, шрифт и так далее. Все можно будет здесь поменять. Какие-то элементы можете сюда добавить. Тоже их как-то закрасить, изменить и так далее, и так далее. То есть это у нас как обычный слайд, допустим, да.
Так, следующий, чтобы добавить следующую страницу, нажимаем на плюсик, и здесь можно с YouTube ссылки, можно готовые PowerPoint презентации, PDF файлы, можно будет все это загрузить. И из интерактивных заданий, вот, например, кричи. Совместное задание для генерации идей. Здесь можно будет создать совместное задание для генерации идей. Так, соответственно, материалы, добавленные учащимся, располагаются в произвольном порядке. Их можно свободно перемещать и располагать по группам, то есть случайным образом или по категориям. Здесь можно две категории или несколько категорий создать. Да, вот там выше я вам показывала пример. Хочу знать, допустим, да, или там узнал. Остались вопросы, допустим, по данной теме, да. Так, загруженные материалы, изображение или текст, ну, мы можем оставить как текст, ну, пускай будет классическое, да. То есть требуется устройство учащихся, соответственно, учащимся мы должны будем подсказать пин-код, который у нас выше был на экране. Но про шаринг, да, про поделиться, как можно будет, то есть получить доступ к данному материалу, я буду еще к концу данного видео. Так, дальше идем плюсик, идем тестирование. Обычное тестирование. То есть здесь несколько типов вопросов, многовариантный выбор, истина и ложь. Только два варианта ответа: да или нет, или правда или ложь, да. Так, ответ с несколькими вариантами, то есть один ответ несколькими вариантами. Вопросы, задаваемые при голосовании, краткий ответ. Так, выбираем, допустим, истина или ложь. Можно создать вопрос и загрузить фотографию, допустим, да, истина или ложь. Соответственно, сразу здесь выбираем правильный ответ. И все. Вы действительно хотите так продолжить? Следующий. Так, все. Один вопрос, и все готово, да? Просто это для того, чтобы вы имели представление, да, как здесь делаются тесты. Это очень просто, да, оказывается. Так, игровые задания. Вот здесь очень много игровых для геймификации на уроке, да. Очень много шаблонов на основе игр. Так, гонки. Тоже учащиеся соревнуются в тесте на скорость, стараясь быстро и правильно отвечать на вопросы, выбирая ответы из нескольких вариантов, либо определяя правдивость или ложность утверждений. Можно выбрать, и здесь, соответственно, тоже выбираем вопрос, допустим, да, и сразу выбираем правильный ответ. Следующий. И можно выбрать ограничение по времени, поставить, да. Так, либо его можно будет убрать. Так, здесь можно еще добавить вопрос. Здесь сразу обязательно указываем правильный ответ. Можно добавить третий вопрос. Вот вопросы здесь у нас собираются. Плюс, ну, здесь можно как бы тип вопроса тоже поменять. Многовариантный ответ, да. Допустим, тот же 5 и 5 равно, допустим, 8, 9, 10. Пусть будет 11, да. И здесь обязательно указываем правильный вариант.
Вот так. Дальше идем следующий. Все, мы создали 3 вопроса. Готово. Так, предварительный просмотр. Как он будет у нас выглядеть? Так, гонки. Тоже. Время покататься. Сколько гонщиков? Раз, два, три, четыре. Так, здесь можно поставить звук. Так, проверка двигателя. Такие моменты игровые. Играть в любом случае. Пишем. Как вы увидели, да, здесь играет роль тоже и время, насколько кто быстро ответил, да. Такой очень интересная такая игра, гонки. Заполните пропуски, тоже интересный момент. Игровое шоу. Каждая игра, каждый шаблон на основе игры, они такие уникальные, интересные очень. Вот это игровое шоу тоже мне понравилось. А, Сейчас детей нужно, вот, мне кажется, чтобы урок прошел интересно, да, увлекательно, чтобы они и так много времени проводят на телефоне, да, лучше уроки делать такими интересными на игровом формате, да. Так, смотрите, тоже выбираем вопрос. Так, пускай так же будет, чтобы не сидеть и не придумывать какие-то вопросы. И оставим те же вопросы. Пускай будет 2 вопроса, ладно. Так, готово. И посмотрим предварительно, что из себя представляет данная игра на основе геймификации. Ваша очередь вращать барабан. То есть вращаем барабан. Так, количество очков. Так, например, ложь делаем. Ага, неверно. Пусть следующий попробует. Количество очков 50. Так, следующий человек отвечает, следующий ученик. Истина. Все верно. Здесь.
вот таким вот образом создаете разные виды по шаблону упражнений на основе игр. То есть очень такие интересные задания можно придумывать в игровом формате. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Спасибо за внимание.